Сергеевич, хотел поблагодарить вас за то, что местом проведения данного совещания выбрана Уфа, выбран наш любимый педагогический университет, который мы очень любим и очень его ценим. Для нас это и большая честь, и, конечно, большая возможность обменяться самыми лучшими практиками, которые существуют сейчас в современных реалиях. Потому что наша республика очень нуждается в педагогических кадрах. У нас много школ, у нас, наверное, одно из самых больших количеств школ в Российской Федерации. И, конечно, подготовка кадров, профессиональных кадров, меры поддержки этих кадров имеет огромное значение. Именно благодаря предложению Салавата Алгаевича мы ввели программу сельского учителя. Мы даем грант сельским учителям для того, чтобы наполнить. И сейчас различные программы тоже вместе прорабатываем. Действительно, тема нашего сегодняшнего семинара-совещания крайне важна. Это непрерывное профессиональное образование. Мы рассматриваем вопросы взаимодействия и педагогических колледжей, и педагогических вузов. И обсуждаем одну очень важную инновацию. Мы закрепились по итогам коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. Она состоялась в прошлом месяце. Профессиональное сообщество ректоров Ассоциации развития педагогического образования представило свою профессиональную конвенцию Министерства просвещения, а именно единые подходы к подготовке будущих специалистов, будущих учителей. И надо отметить, что этот проект, его рабочее название называется «Ядро высшего педагогического образования», содержит очень важные моменты, связанные с едиными подходами, в том числе подготовки будущего педагога, необходимых представлений о воспитательной работе, о воспитывающей функции. Президентом страны во время его послания было озвучено о том, что необходимо направить средства на развитие педагогических вузов. И в этом году мы все, 33 вуза, получили так называемый технопарк универсальных педагогических компетенций, где, кстати, воспитание тоже одним из элементов обязательно будет. Мы безмерно благодарны нашему учредителю, потому что это серьезнейшая поддержка. И уже вот в ближайшее время, в самом начале 2022 года, да, мы распахнем двери наших технопарков. Опять-таки, они все, у нас есть ядро в этом технопарке, как и в этой программе, и это позволит нам теснее организовать общение и с учительским сообществом, и нашим студентам дать больше компетенций не только предметных, но именно универсальных. И, в принципе, я думаю, это на развитие, в принципе, всего педагогического образования и на уровне школы, и на уровне колледжа, и на уровне высшей школы, оно отразится самым лучшим образом. Дело в том, что меняются действительно функции, компетенции современного педагога. И, соответственно, должна меняться структура подготовки. И технопарк – это вот та структура, я бы даже сказал, инфраструктура современная, которая позволяет нам готовить учителя на послезавтра. Повышение престижа работы учителя, профессии учителя, повышение качества педагогического образования. Ведь от педагогического образования во многом зависит, кем будет такой учитель. И наша задача – максимальная поддержка педагогических вузов. Должна развиваться наука, должно развиваться содержание, инфраструктура. Сегодня мы об этом много говорили и видим те результаты, которые уже есть, которые уже можно представить. И я уверен, что все отразится и скажется на качестве и приема, и качестве выпускников, а в целом качество образования нашей страны. Еще раз, уважаемые коллеги, хочу всех поблагодарить и поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Удачи, счастья, благополучия. Спасибо.